Алкогольный рынок в Коми крепко стоит на ногах. Продажи растут из года в год. В 2019-м на 20%, в этом году еще на 5%. Среди самых востребованных напитков – пиво, водка и вино. Поводов для радости, конечно, мало, но бюджет пополняется ударно. Благодаря высоким объемам розничных продаж алкогольной продукции значительно возросли поступления доходов от уплаты акцизов. За 2018 год 1 миллиард 179 миллионов. В 2019 году 1 миллиард 829 миллионов поступило увеличение на 55%. При этом растет и теневой рынок алкоголя, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок, продажа продукции, не отвечающей требованиям безопасности, розничная продажа алкоголя ночью. С начала года структуры МВД проверили 2500 торговых точек, изъяли свыше 50 тысяч литров спиртосодержащей продукции на 17 миллионов рублей. В целях оперативности активно используются приложения к операционным системам Android и iOS «Антиконтрафакт Алка» и «Честный знак», которая позволяет определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС и сообщить о найденном нарушении в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. Умные девайсы теперь используют и в медицине. Обязательная маркировка позволит существенно снизить объем лекарств, нелегально произведенных на территории России или ввезенных из-за рубежа. Для населения имеется возможность с помощью персонального мобильного устройства лично проверить легальность приобретаемого или получаемого лекарственного препарата, а также увидеть всю цепочку, по которой шел лекарственный препарат от производителя до покупателя. Внесение информации в систему мониторинга движения лекарственных препаратов теперь обязательное лицензионные требования для медицинской и фармацевтической деятельности. Однако сама информационная система часто выдает ошибки. На так называемые баги указывают и аптеки, и больницы. Длительная навигация по спутникам, к сожалению, система ГЛОНАСС не очень хорошо работает и идет задержка с определением местоположения. Частая процедура определения своего места деятельности увеличивает временные интервалы в рабочем процессе, может приводить к ошибкам. Ненадежность регистратора, низкое качество сборки. Необходимость часто вводить пин-код. Если не ввести, то отпуск маркировочного препарата не отобразится на сайте. После обновления программного обеспечения сбрасываются настройки, тратится много времени на нагрузку, перенастройку. Маленькая емкость батареи, одной зарядки не хватает на полный рабочий день. Технические ошибки устраняют в рабочем порядке с единым оператором «Честный знак». Но у бизнеса есть и другие вопросы. Обязательная маркировка лекарств потребует закупку и обслуживание специальной техники, привлечение дополнительных сотрудников, что повлечет финансовые затраты и неминуемо приведет к удорожанию лекарств. Во многих регионах России фармацевты сейчас предпочитают работать с немаркированными остатками, нежели заказывать новые маркированные препараты. И это чревато дефицитом жизненно важных лекарств. Но в нашей республике, по данным регионального Росздравнадзора, таких случаев пока что нет. Алексей Корчмалик, Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.